Суровая правда для всего Таджикистана. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как люди с дипломом педагога работают на стройках России. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Ежегодно вузы Таджикистана выпускают тысячи педагогов, однако многие из них не идут работать по специальности. Низкая зарплата, большая загруженность, а также падение престижа этой профессии и неуважение к труду учителя– это основные причины, из-за которых большинство специалистов предпочитают торговлю на рынке или же работу на стройке в России, нежели преподавание в школах. Министр образования и науки Мухаммад Юсуф Имамзода на отчетной пресс-конференции затронул вопрос проблем в сфере. Он заявил о нехватке учителей в школах страны. В таджикских школах не хватает 65 учителей русского языка, 98 английского языка, 179 преподавателей предметов по естественным наукам, заявил министр. Распад Советского Союза и гражданская война привели к тому, что республика, которая гордилась своими профессиональными педагогическими кадрами, в короткий срок лишилась лучших специалистов. Часть педагогов выехала из республики, часть из-за низких зарплат ушла в другие сферы – торговлю, строительство и тому подобное. Вот уже более 20 лет правительство пытается вернуть учителей в школы и вузы, однако проблема нехватки учителей только обостряется. Реформы в сфере образования вне зависимости Таджикистана начались примерно с 2000 года. В тот период, по официальным данным, в стране не хватало более 10 тысяч учителей. Чтобы как-то решить проблему, Министерство образования приняло решение обязать всех выпускников бюджетных групп педагогических вузов отрабатывать в школе не менее 3 лет. В противном случае грозились привлекать к ответственности и через суды заставлять выплачивать затраченные на их обучение средства. Напомним, вопрос нехватки кадров поднимал и прошлый министр образования Нуридин Саид. В середине 2019-го он отметил, что Таджикистану не хватает учителей русского языка. Частично эту проблему помогает решить совместная гуманитарная программа России и Таджикистана по привлечению к работе в республике российских специалистов. Однако некоторые представители российской власти высказывали мнение о том, что число российских педагогов в Таджикистане можно и нужно увеличивать. На сегодняшний день Минобрнауки объявила, что эта проблема практически решена, но опросы свидетельствуют о том, что это совсем не так. Сфера таджикского образования все так же остро нуждается в квалифицированных педагогических кадрах. В средних школах страны по-прежнему не хватает учителей по многим основным предметам. Там, где они есть, все чаще работают не квалифицированные кадры, а выпускники школ. Также директора многих школ жалуются на то, что из-за нехватки кадров они вынуждены предлагать учителям дополнительные уроки, совмещать предметы. Так в некоторых школах, например, учителя родного языка и литературы ведут еще и историю, пение и тому подобное. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Больше других регионов в учителях нуждается Хатлонская область. В частности, ощущается нехватка преподавателей русского и английского языков, математики и геометрии. Всего на юге Таджикистана требуется свыше 900 педагогов. По последним данным, только в Кулябском регионе не хватает около 200 учителей. Нехватка учителей больше всего отмечается в горных районах, говорит заврайяно по Кулябскому региону Джамалидин Шукуров. По словам чиновников, в период пандемии в 2020-2021 учебном году по сравнению с другими годами проблема нехватки учителей по региону уменьшилась. Причина понятна. Многие молодые учителя, находившиеся на заработках в России, зимой прошлого года вернулись на родину, но тут границы закрылись, и они вынужденно устроились на работу в школы. А сейчас, когда самолеты вновь начали летать, они снова покинули страну, сказал Шукуров. О нехватке учителей в школах рассказали также заведующий районом Муминабадского района Сафар Ибраимзода и его коллега из Тимур-Маликского района Курбаншо Асомурадзода. В 2021-2022 учебном году нам нужны преподаватели английского и русского языка, учителя по информатике, физике и математике, а также химии и биологии, утверждают они. Забир Абдукалонов, пенсионер, долгие годы работавший в отделе народного образования Фархорского района, говорит, что только в Кулябском регионе ежегодно диплом педагога получают сотни выпускников вузов, но учителей в школах до сих пор не хватает. Многие ребята поступают в вузы не по призванию, а просто чтобы получить диплом или откосить от армии. Как вы относитесь к такой ситуации и что те люди, которые так нужны своей стране, из-за плохой ситуации в ней вынуждены работать за границей на стройках? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.